Попал под уголовное дело. Прокуратура установила факты расходования бюджетных средств в бизнес-инкубаторе, сообщают коммерческие вести. О серьезных нарушениях, допущенных руководством Омского регионального бизнес-инкубатора, стало известно на заседании Комитета по экономическому развитию и инвестициям Законодательного собрания Омской области. Помещение площадки для предпринимателей заполнено лишь на 40%. Центр прототипирования так и не запущен. Также были найдены нарушения, связанные с оплатой бизнес-инкубатором консультационных услуг. Впрочем, региональный министр экономики Сергей Высоцкий отметил, что в данный момент уже осуществляется возврат незаконно израсходованных денежных средств. Вся эта ситуация похожа на скандалы вокруг Сколково. Однако там власти разобрались, кто прав, а кто виноват. С омским бизнес-инкубатором пока не ясно, кто ответит по закону. Долой топор. Омичи готовы бороться за деревья на улице Чеканова-Лиханова, предупреждают аргументы и факты. Центр Омска в ближайшее время может стать воплощением мечты урбаниста. Деревья Новолиханова в рамках загадочного проекта благоустройства хотят спилить и превратить живописный зеленый уголок в заасфальтированную площадь. О проекте частных инвесторов по благоустройству пешеходной зоны стало известно еще прошлым летом. Однако в последний день зимы выяснилось, что от планов на бумаге до решительных действий рукой подать. На март уже была запланирована вырубка деревьев. Жители Омска настроены решительно и за сосны с елками готовы сражаться до последнего. Возле памятника Чеканова-Лиханова на прошлой неделе провели собрание и пикет. Впрочем, пока локального Евромайдана, как уже окрестили сход омские журналисты, не получилось. Коммерческий интерес проекта перевесил все аргументы местных жителей. Разбросали резиновые камни. Омичи получили премию российского правительства за подводные лодки, пишет «Бизнес-курс». Это 6 сотрудников научно-производственного предприятия «Прогресс», одного из самых закрытых оборонных заводов. Как выяснилось, они создали производство изделий принципиально новой конструкции. Размер премии не разглашается, как и все остальное. Однако известно, что «Прогресс» является отраслевой научно-исследовательской организацией на базе Омского шинного завода. Основное направление деятельности предприятия – исследование, разработка и производство резинокордных и резинометаллических изделий. Стагнация во благо. Стагнация становится оптимистичным сценарием для российской экономики на 2014 год, предсказывает газета «Коммерсант». Такой вывод делают экономисты на основе анализа индексов делового оптимизма, полученных в результате опроса представителей бизнеса и статистических данных. Ситуация ухудшается 4-й месяц подряд. Экономика России встречает весну с тревожными показателями снижения производства, девальвации национальной валюты, ускорения инфляции и увеличения оттока капитала. Главным негативным фактором стала стагнация внутреннего спроса. Важную роль сыграло также падение фондового индекса, вызванное продолжающимся оттоком капитала. При этом расчеты не учитывают 12% обвал российского фондового рынка 3 марта, вызванный известным политическим фактором, отмечается в исследовании. Долгосрочная нестабильность на Украине и вовлеченность России в украинские процессы будет способствовать оттоку капитала, что повлияет на дальнейшее ухудшение экономических показателей, добавляют авторы доклада. Такой набор, казалось бы, должен поставить экономические проблемы во главу угла. Однако же все внимание сейчас приковано к Крыму. Мень дал дольщикам 5 лет. В России могут отказаться от самого распространенного вида привлечения средств для возведения жилья, публикует материал РБК Дейли. Об этом заявил глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень. Федеральный чиновник рассчитывает, что отмена долевого строительства позволит исключить обманутых дольщиков и рост обязательств перед ними. Отказаться от принципа долевого строительства можно будет тогда, когда это не ухудшит предложение на рынке, когда банки активизируются и предложат покупателям такой же продукт, как предлагают застройщики, подчеркнул министр. Для перехода на новую систему понадобится минимум 5 лет.